Як акт помсти Російська Федерація вже 5-й рік поспіль намагається розправитись з кримськими татарами. Вчора буквально традиційна акція для кримських татар «Запали вогник у своєму серці». Її раніше проводила на центральній площі Сімферополя. Вже з 2014 року це було неможливо. Її провели в мікрорайоні, де компактно проживають кримські татари. Акмечеть. Кілька десятків молодих людей розкладали свічки у вигляді півострова, і більше 20 з них заарештували. Їх кілька годин допитували, брали аналіз ДНК і всі інші принизливі форми слідчих чи операційних дій. Вони мають місце. Їх, звісно, відпустили. Я думаю, що на них очікують штрафи. То ми сьогодні засвідчуємо дійсність, де репресії є норма. Де за пост у Фейсбук людина може сісти за грати. Де за твердження, що Крим – це Україна, що весь світ сьогодні визнає, може сісти за грати. Де будь-якого українця можуть просто через український паспорт назвати українським шпигуном. Точка зрения. 18 же мая на акции памяти жертв геноцида крымско-татарского народа выступил глава Меджлиса Рифат Чубаров. В своей речи он заявил, что для деоккупации Крыма и восстановления исторической справедливости крымским татарам должны предоставить право на самоопределение в составе Украины. Давайте его послушаем. Точка зрения. Неможливо оцінити масштаб втрат, понесених кримсько-татарським народом внаслідок перерваного на десятиліття розвитку на своїй рідній землі. 2014 рік – рік окупації Криму Росією. Черговий вдар по майбутньому кримсько-татарського народу, який одразу відкрито та масово виступив у ненасильницький спосіб проти вторгнення російських військ, залишився вірним своєї землі та українській державі. Таке ставлення до російського агресора не могло не відобразитися на народі, який одразу попав до складу небажаного народу в окупованому Криму. Народу, який не дозволив, не дозволяє і не дозволятиме російським окупантам створювати нібито ілюзію нібито повної підтримки та законності окупації. Сьогодні маріонетки Кремля в Криму вже вп'яте заборонили корінному народу півострова вшановувати пам'ять загиблих предків у звичний спосіб. Це не просто заборона на масові зібрання, це спроба переписати генетичний код кожного кримського татарина, стерши з нього пам'ять про трагедію всього народу. Все частіше лунають від окупантів вимоги про необхідність забути про депортацію кримських татар. Мовляв, треба починати життя з чистого аркушу. Відповідальність за злочин повинна бути неминуча. Подолання наслідків цього геноциду неможливе без повного відновлення прав кримсько-татарського народу. Наше право на самовизначення, як природне право корінного народу, має бути в повній мірі реалізовано в межах єдиної і неподільної України. Надання Криму статусу кримсько-татарської національно-територіальної автономії буде відновленням історичної справедливості. Кримсько-татарська національно-територіальна автономія, як невіддільна складова України, це не лише гарантії для збереження та розвитку корінного народу, але й реальний та ефективний крок для деокупації Криму. Так має бути. Так і буде. Точка зрения. Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». С нами на связи Евгения Андреюк, правозащитница, эксперт по международному праву. Евгения, здравствуйте. Доброе утро. Мы знаем, что Торонто, канадский город, впервые в своей истории, в общем-то, впервые в мировой истории на 18 мая поднял крымско-татарский национальный флаг, голубое полотнище с тамгой. Расскажите, пожалуйста, как в Торонто пришли к пониманию необходимости поддержки крымских татар и почтения памяти их жертв 18 мая? Это было спонтанное решение или там есть какая-нибудь группа, которая сумела убедить местные власти в необходимости такого шага? Да, на самом деле это была уже такая подобная вторая инициатива в Канаде. В прошлом году поднимали крымско-татарский флаг в Оттаве 18 мая, и это послужило таким основанием для мероприятия в этом году в Торонто. И здесь уже это была совместная инициатива местной и украинской диаспоры, и крымско-татарских активистов, которые внутри.
украинской диаспоры и городского управления, и в том числе было несколько членов парламента канадского, которые тоже были в этом заинтересованы, которые присутствовали на торжественном мероприятии. В этом, в конце концов, это оказалась такая совместная инициатива. А вот скажите, Евгения, тут в Украине несколько журналистов и политиков, ну не то чтобы обвинили, но скорее адресовали такой упрек западным странам, международным организациям, кто, мол, из вас самостоятельно, без подсказки 18 мая выразил солидарность с крымскими татарами, почтил память жертв геноцида. Да, вот никто. Что вы тут... Вот нехорошо вы поступили. Вот с вашей точки зрения, может быть, и как эксперта, и как очевидца, западные страны и международные организации, все ли они достаточно глубоко погружены в контекст того, что происходит с крымскими татарами сейчас и происходило 74 года назад? Или это поле непаханное, и украинской власти, активистам, крымским татарам нужно прикладывать значительные усилия для того, чтобы о депортации говорили больше? Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Из-за технической проблемы я повторю, Евгения, свой вопрос. Украинские журналисты и политики высказали даже не обвинение, но скорее упрек западным странам, международным организациям, что никто из них не откликнулся самостоятельно, не почтил память жертв геноцида крымских татар. И у меня будет вопрос к вам как к эксперту и как к очевидцу. Западные страны и международные организации действительно настолько плохо погружены в контекст того, что происходит с крымскими татарами сегодня и происходило в 1944 году? И, соответственно, власти и активистам нужно прикладывать больше усилий на этом непаханном поле? Или все-таки те, кто делал такие упреки, они не правы, а на Западе все прекрасно понимают? Ну, как по мне, честно, это такой очень украиноцентричный подход, да, когда мы считаем, что не только мы там занимаемся и знаем, что с нами происходит, но и все остальные тоже должны это априори знать. Ну, в каждой стране в первую очередь заботятся и происходит о том, что происходит в своей стране. То есть вот в Канаде мероприятие, как бы главное последней недели, это была свадьба королевская, британская, учитывая, что королева Британии все равно является главой государства в Канаде. И как бы вот всю неделю обсуждалось, все ждали этой свадьбы, и в субботу это было самое большое мероприятие во всей Канаде, все следили за этим. Ну, то есть, как бы, и это нужно понимать, что мы никогда не сможем переубедить тем, чтобы кому-то было важнее, что происходит в нашей стране, чем в своей стране. А говоря о международной политике, естественно, происходит конкуренция различных контекстов и различных кризисов, и то, что ближе к какой-то стране или там, где кризис страшнее, этому всегда предоставляется большее внимание. И поэтому, ну, это все как бы важно понимать и учитывать. И я в том числе как бы видела, что есть ряд стран, которым очень близко и важно и тема Крыма и Украины. Так, например, Америка всегда, Соединенные Штаты Америки всегда очень проактивны, они очень следят, они очень хорошо погружены в контекст крымский. И сколько раз я не общалась, сколько мы делали различных мероприятий, коллеги из США всегда были очень хорошо информированы, зачастую даже больше, чем
наши коллеги здесь, в Украине. То же самое касается в меньшей степени, но тем не менее и официальной структуры Евросоюза, которые тоже всегда очень хорошо погружены, они очень тесно следят. И как на центральном уровне в Брюсселе, так и здесь представительство в Киеве, которое собирает информацию. Ну и уже в меньшей степени это касается европейских стран других. Конечно, со странами другими, не европейскими, не США, не Канады. Это намного сложнее. Тут приходится в целом рассказывать и просвещать, кто мы и что у нас происходит. Но мне кажется, это довольно естественный процесс для международных отношений. И я думаю, что успеха можно добиваться совместными действиями только когда и мы проактивны, и когда нам открыты наши партнеры, тогда можно что-то делать. Достаточно ли, по вашему мнению, делает украинская сторона для информирования конкретно о крымской ситуации на Западе? Или можно что-нибудь улучшить уже здесь и сейчас? Естественно, есть куда улучшаться, и даже в тех странах, которые близкие нам, партнерские, которые в международных отношениях поддерживают настирно, включая Чехию, Польшу, Литву, Эстонию, да, традиционно такой наш блок, который нас поддерживает и помогает, эти страны, которые я упомянула, США, Британия, Канада, даже в них население не очень сильно проинформировано о том, что происходит. И поэтому, естественно, одним из шагов, кроме работы вот на уровне международных организаций, на уровне официальной власти, это как можно больше просветительская работа с населением, потому что в итоге все равно политики, как бы они ни хотели поддерживать нас, как бы они хотели поддерживать режим санкций, если идет давление от населения, все равно рано или поздно они будут выполнять то, что считать правильным их население. И здесь, конечно, очень важна работа, особенно в таких странах, которые склонны к российскому влиянию. Это Германия, это Италия, это Франция. Так, чтобы хоть как-то там создавать общественное мнение, которое бы видела, понимала, да, и сочувствовала нам, как это есть, например, в Канаде. Потому что пророссийское влияние из-за и российских СМИ, и Russia Today, которые очень активно работают, и целого ряда других таких инструментов российской мягкой власти, soft power. Из-за этого очень есть целая группа, да, в том числе российских мигрантов, которые поддерживают Россию. Вот я как раз в Канаде встретила такого человека, который мне рассказывал, что Россия святая, и он умрет за Россию, и как бы Россия во всем права. И таких случаев не единично. Поэтому вот эта область дальше для развития и для работы, которая, на мой взгляд, очень актуальна. И тут, конечно, непаханное поле и для работы гражданского общества, и государственного сектора на всех уровнях. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андриюк, правозащитница, эксперт по международному праву. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10:00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Президент Украины Петр Порошенко заявил, право крымских татар на самоопределение все-таки закрепят на законодательном уровне. О том, что сейчас ведутся работы в этом направлении, он рассказал во время своего выступления на акции в память жертв геноцида крымско-татарского народа 18 мая. Давайте его послушаем. Позиция власти. Біль кримських татар – це біль всіх українців. Трагедія 44-го була лише початком багатолітньої політики гонінь. У 1948 році президія Верховної Ради СРСР встановила довічний термін депортації і запровадила кримінальну відповідальність за втечу з місць обов'язкового примусового поселення. Таке драконівське обмеження було знято лише в 1956 році, але і після того Крим був закритою зоною для його корінного населення. Епоха незалежності України стала часом ренесансу, розквіту. Але втім, я маю визнати, що державна влада попередніх років недооцінила не лише роль Збройних сил, але й проукраїнський потенціал кримсько-татарського народу. Неврегульованість статусу кримсько-татарського народу, недостатнє забезпечення його культурних,
політичних, економічних прав на батьківщині, яке десятиліттями відбувалося на догоду кримінальним елітам в Криму, було безумовною помилкою. І ці прорахунки, врешті-решт, і призвели до російської анексії та окупації Криму. Клуб шанувальників Сталіна, який нині верховодить за кремлівською стіною, відновив політику переселення кримських татар. Тисячі наших співвітчизників, кримських татар і етнічних українців, через безпосередню загрозу їхньому життю мусили покинути рідні домівки. Етноцид, заборона Меджлісу, яким ми примусили Російську Федерацію рішенням Міжнародного суду ООН відновити діяльність Меджлісу на території окупованого Криму, які вони поки що не збираються виконувати. Арешти і утиски свідомих українських і кримських татар, постійні обшуки, залякування, фізичний та психологічний тиск, безслідне зникнення людей – все це сучасні будні російської окупації Криму. Але я впевнений, що агресор понесе відповідальність, право кримських татар вільно жити на своїй землі буде обов'язково відновлено. Я переконаний, що неминучості торжества історичної справедливості. Ми до цього дуже відповідально готуємося. І за рік робоча група, створена Конституційною комісією, напрацювала важливі пропозиції щодо змін до розділу 10 Конституції України. Вони ці зміни мають закріпити невід'ємне право кримсько-татарського народу, як корінного народу України, на самовизначення в складі незалежної української держави. Позиция власти. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода» в Крыму. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы знаем, что и накануне, и в сам день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа российские силовики осуществили на полуострове ряд акций по, ну, скажем так, по задержаниям активистов и тех, кто собирался участвовать в этих мероприятиях. Расскажите, пожалуйста, чуть детальнее о том, как, что происходило и чем завершился суд над одним из подозреваемых, обвиняемых российскими силовиками в сопротивлении или чем-то подобном. Все события начались вечером накануне 17 мая. В одном из микрорайонов Симферополя проходила традиционная для этих памятных дней акция «Зажги огонек в своем сердце». Люди собираются, зажигают свечи, молятся о тех, кто не пережил те трагические события. На этой акции приехали сотрудники полиции, посчитали, что это незаконный митинг, начали задерживать людей. Около 1,5 десятков молодых людей были задержаны, а их всех развезли по отделениям полиции, по районным отделениям полиции Симферополя, где попытались с них отобрать объяснения, взяли отпечатки пальцев, отпечатки стоп, взяли образцы ДНК, то есть провели с ними все какие-то оперативные действия, которые подразумевают их какой-то статус обвиняемых или подозреваемых, но на самом деле ни на кого из них никаких протоколов о правонарушении не составили, и, по всей видимости, это была такая политическая позиция не обвинять в проведении какой-то несанкционированной акции вот в эти дни. Единственный человек, которому предъявили обвинение в неподчинении законным требованиям полиции, это формулировка административного кодекса Российской Федерации, был один из задержанных, его на ночь оставили в отделе полиции, на следующий день, уже 18 мая, судили. На самом день памяти депортации крымских татар 18 мая никаких задержаний не провели, и, по всей видимости, это тоже было такое политическое решение, чтобы потом нельзя было предъявить российским властям, крымским властям подконтрольным России, что они мешают или не дают провести крымским татарам какие-то мероприятия в эти дни. И более того, на моей практике вот за несколько дней работы в Крыму, это был всего второй случай, суд оправдал задержанного крымского татарина, которого обвиняли в неподчинении полиции. Видно было, что
судье очень не хотелось этого делать. Видно было, что это такое вынужденное политическое решение. Но, тем не менее, человек был оправдан. Посмотрим, может быть, полиция захочет подать апелляцию. Мы пока об этом не знаем, но такое право у нее есть. И в итоге в этот день все завершилось благополучно. Провели официальные мероприятия с участием представителей администрации, депутатов, но это, в общем, такие традиционные какие-то мероприятия, которые, на мой взгляд, больше разделяют народ, чем его объединяют. И прошли мероприятия традиционные для крымских татар. Весь день возлагали цветы в сквере у памятного камня у железнодорожного вокзала в Симферополе, в разных городах Крыма проходили акции, в Бахчисарае, в Белогорске. Ну, то есть это такие общекрымские мероприятия, в которых люди естественным путем, без всяких принуждений шли и участвовали. А вот вы сказали, что по вашему мнению, по вашему наблюдению, официальные мероприятия скорее разобщают. Вот в двух словах, что происходило на официальном уровне, кто говорил, какие речи произносились, и почему вы пришли к такому выводу? Что конкретно вас зацепило в этих официальных мероприятиях? Ну, это не только касается Дня депортации крымских татар, это касается и таких традиционных праздников, и праздников Эдерлез, который там в этом году проходил на месте похищения Эрвина Ибрагимова. И все, кто об этом знал, все крымские татары, которые, скажем, обращают внимание на такие вещи, и для которых это не пустой звук, они, конечно, в этом не стали не участвовать, не как-то, в общем, оценили это очень негативно, например. А что касается 18 мая, то если вот эта акция с зажжением свечей 17 числа накануне проходила совершенно естественно, люди собрались сами, никто их там не сгонял, они сами пришли, молились, зажигали эти свечи. То есть это был такой вот акт единения людей, которые вышли провести эту акцию вместе со своими соседями, вместе со своими близкими, то на следующий день вечером 18 мая такую акцию проводили официальные власти на площади Ленина, на центральной площади Симферополя. Она была огорожена с огромным количеством сотрудников полиции, туда можно было пройти только после досмотра тщательного и так далее. И понятно, что туда приходили, во-первых, молодежь, студенты, те, кому сказали прийти на эту акцию. Ну и какое-то количество, наверное, людей приходили сами по собственной инициативе, но люди, которые вышли накануне и которые видели, как задерживают молодых людей, например, которые просто участвовали в этой акции или просто стояли рядом и наблюдали за ней, конечно, они на акцию официальную не пойдут. И вот это разделение, оно очень четко проходит и делит народ на тех, кто выходит самостоятельно и какие-то акции совершает, потому что сердце ему это приказывает, а другая часть, и я даже не знаю, как в процентном отношении это можно оценить, как другая часть выходит на какие-то официальные мероприятия по разнарядке и по, такая совершенно традиционная практика для российских властей. Ну и последний вопрос, буквально на 1 минуту. Приходят сообщения, в том числе из Фейсбука, о том, что сегодня утром проходят на полуострове обыски и, возможно, даже задержания. Есть ли у вас какая-нибудь информация об этом? Что вы можете сказать, или пока ничего точно не известно? По меньшей мере 2 уже подтвержденных случая. Это точно в Бахчисарае проходят обыски, в том числе у сокоординатора организации «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева. Буквально вчера мы с ним виделись, и сегодня к нему пришли с обыском, скорее всего, задержат. Мы пока не знаем, по какой причине эти обыски, но проходят они, в общем, масштабно, с участием спецназа, который с оружием возле дома оцепил все. Видео и трансляции можно смотреть в Фейсбуке, поскольку несмотря на все эти обыски и какие-то акции устрашения, люди все равно приходят, поддерживают, стримят. То есть, это все равно, если есть
цель устрашения, то она не достигает, конечно, своего результата. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за ваше свидетельство с места. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода» в Крыму. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.